к некоторым внутригосударственным вопросам вот, лежит только через тот вопрос, что это может быть выступать как инструмент, которым нужно уметь пользоваться. Полностью тебя поддерживаю, Буданов. Полностью. Ты законно сын своего народа. Абсолютно нечего тебе сказать. Как и подобает. Все существующие там рычаги использовать во благо своего народа, чтобы он в этой ситуации плачевной выжил, выстоял. Полностью желаем вам там удачи, успеха. Конкретно вот Оман, Оман, Турфалд, как вот у нас называют героев, награды в честь вот такого геройского там героического дела, да, там Оман, честь нации, Оман, Турфалд, герой нации. Вот Буданов достоин вот таких званий. И все правильно. Единственное, вот то, что мы с чем не согласны, наше негодование, это то, что использовав религию, вот этот инструмент, пожалуйста, на нас потом, на бедную Чеченскую республику Ичкерия, которая бедствует, и так понесла вот эти жертвы, потери, все еще на нас там дополнительно наложили, грубо говоря. Вот в такой плачевной ситуации, чтобы потом вот это использованный вот этот инструмент, его как бы на нас, чтобы не накидывали, мы будем сопротивляться тоже. Нас тоже тогда надо понять в такой ситуации. И вот этот разговор, он как бы нам адресован вообще не по адресу, то есть использовать религию как инструмент. Если в случае с украинцами ее можно использовать полностью, как одноразовую зажигалку, полностью попользоваться, выкачать из нее все необходимое и потом вышвырнуть на свалку, то вот в нашем случае, к сожалению, у нас вот эта идеологическая вот эта вот составляющая, она подвязана вот этому делу, и изначально оно создано для того, чтобы нас замочить, наш чеченский народ, замочить его полностью, идентификацию, вообще чеченскость полностью упразднить, там, я не знаю, уничтожить, убрать, стереть. И в нашем случае вот это использование, которое к нам тоже, кстати, те же самые военруки, что там и украинцам по ушам проехали, используем туда-сюда, то в нашем случае это использование, не, украинцам-то по ушам проехали, и в их случае это использование, оно нормально. Но авторы вот этого русского международного исламского терроризма, они это как бы Украине предлагают это использовать, чтобы потом чеченцы не вылезли из-под этого, да? То есть это как бы для украинцев оно не вредно, а вот те, кто это использует, этот инструмент, больше выигрывает с этим инструментом, чем все остальные. А сам вот этот материал, да, который этим инструментом использован, он как раз-таки есть чеченцы. И вот в нашем случае нас тоже вот этот наиб нам сделали, сказали там, что использовать, Масадову по ушам проезжали, там, используем, потом кинем, использовать, это Масадовский
цитаты. Есть свидетели, кто слышал, как он вот так говорил это. Поэтому в нашем случае оно не работает. И нам как бы использовать религию в качестве инструмента для нас, для чеченцев, оно не получится, потому что это именно направлено на то, чтобы как бы использовать, наоборот, нас для этого инструмента, что и мы уже на практике получаем. То есть, если в случае украинцев использование этого инструмента является использованием чеченцев, которые являются материалом, топливом, я не знаю, как это правильно, то для чеченцев, чтобы использовать других чеченцев, если бы в этих идеологиях были украинцы там или какие-то там пакистанцы, цыгане, я не знаю, кто угодно, то это еще для чеченцев было бы заманчивым каким-то предложением. Но в нашей ситуации, чтобы использовать этот инструмент, мы должны использовать своих соотечественников и в свою среду вот это дерьмо его еще больше углубить, распространить и полностью закопать себя в итоге. Потому что не мы являемся авторами этих идеологий, не мы их начальники, не мы инициаторы, не мы стоим во главе вот этих идеологий, не мы ею рулим, этой идеологией. Мы просто заразим свое общество, а рулить им будут Бен Салманы вместе с Лубянкой. Короче, вот примерно вот такая вот у нас проблема. И нас тоже надо понять, если мы не хотим вот этого дела на себе, чтобы на нас применяли это, как бы мы не согласны с этим. Там, те, кто понимает, что за этим стоит. Конечно, там дебил какой-то, который является жертвой этих идеологий, этих инструментов, вот этих всех разводил. Он, конечно, ему главное стукнуться головой в пол, там, в сторону Каабы. И дальше ему думать там не надо за него там высшие силы, в кавычках, там, на Лубянке, там, в Саудовской Аравии, еще где-то там вот это подумают. Ему думать нельзя. И у него логика отключена, ему просто стукнуться лбом о землю, там, приготовиться встретить бури. Вот такие вот мысли, вот такие ценности. Вот как-то так. Именлар Аготтинер Пинс. Ты говорил. Это герой, украинский герой, парень нормальный, который стоит на защите своего государства и готов использовать любой мусор, чтобы его народ и государство процветало. Это Буданов такой есть парень украинский. Молодец, молодец. Винергам это Винерг. Юсуп с Винергам вацы? Не, это его однофамилец. Свое чистое русское чмо. А это герой Украины, который молодец. Нет, я действительно искренне его считаю нормально. Любого человека, который во благо своего народа, отечества, государства использует любые рычаги, тем более, когда в такой нелегкой ситуации, да, страшной, опасной для жизни, для военной ситуации, человек, когда встает и пытается найти решение, там, привлекая там, будулаков, мудулаков,
идеологии кого угодно, это достойно. Я 100% это искренне считаю достойным поступком. И у нас, если бы вот такие ребята тоже были бы, которые готовы использовать там любое, будулаков, мудулаков, чтобы чеченское дело, вообще чеченский народ как бы немного вылез из вот этой ситуации, в которой находится. Вот, если бы на это нацелено вот так, чеченские были бы у нас ребята, которые работают, это просто счастье было бы для нас. К сожалению, А чем в нашей среде, несчастье? в нашей, Закаев могу да, в использовать. нашей среде, наоборот, орудуют, нас хотят наивным сделать, и на интересы своих идеологий, на интересы стоящих за этими идеологиями, Бен Салманов, там всяких Путиных, Гебнюков, там всяких вот этих использующих, манипулирующих вот этим делом. В нашем случае среди нас, наоборот, чужие как бы агенты работают в нашей среде, чтобы наш народ поставить на конвейер вот это обслуживание вот этих идеологий, идеологов, которые за этим стоят. То есть, наоборот, нас тут пытаются наебнуть. Если в случае с Будановым он хочет для своей его нации и государства использовать идеологии, то в нашем случае идеологии, во благо идеологии хотят нас, чеченцев, использовать. То есть это вообще ровно наоборот. А так, то, что Буданов это использует, абсолютно, я его считаю, наоборот, повторяюсь, это достойно похвалы, достойно уважения. Вот я вот пример люблю приводить. Иду я вот по дороге, у меня обувь запачкана, да, где-то в российской деревне какой-то, или у них города тоже там как деревни. Иду вот в этом слякоти, у меня полностью обувь в слякоти находится, и лежит тряпка на полу. И просто просит поднять и вытереть ей обувь, почистить, использовать себя как бы. Ну, просто грех пройти мимо нее, не взять эту тряпку, не использовать, не почистить ей обувь. Она же сама напрашивается на это. То есть возьми меня, используй во благо там, для своих интересов. Если я, проходящий мимо, увидел эту тряпку и взял ее, использовал, почистил свою обувь, я не виноват, что эта тряпка не для этого предназначена якобы, или для этого. Но она же тряпка, на ней написано тряпка для обуви. Используй меня. То есть я не виновен, если я ее взял и использовал. Точно так же и там, в случае с Будановым, если он идеологии какие-то использует, или там украинцы их используют, или русские, или кто угодно их использует, идеологии вот эти дебилов, которые говорят, используй меня, на лбу себя написали. Поэтому нельзя винить в такой тем более ситуации. Я считаю неправильно. Я считаю, любой патриот своего народа, который использует все рычаги во благо своего народа, не так, я понимаю, если там другой пример, да, я иду по русскому городу в слякоти весь, обувь у меня, и стоит какая-то девушка, короче, в белом платье, пойти с нее, содрать это платье и почистить свою обувь, это уже неправильно, это нечестно получается. То есть ты уже напал на человека, взял из его одежды, сделал тряпку, ее использовал для себя и как бы навредив другим, свою обувь там почистил и так далее. Вот это уже немного нечестно. И в нашем случае чуть-чуть
такое тоже получается для использования. Когда, использовав тряпку, ее нельзя ее чеченцам навешивать. Вот это уже неправильно. Она должна быть украинской тряпкой. То есть использовали, если каких-то вот этих радикалов, исламистов, они должны оставаться украинскими. А если их кто-то использовал, а потом взял, швырнул эту тряпку вообще прохожему в морду, который вообще не причастен, и он сам там бедный, короче, да, там хочет очиститься и так далее. Брать ему в морду, швырять, это уже неправильно, действительно. Вот там чуть-чуть надо по-другому, как бы. Используешь, если тряпку, то не надо ее потом другим за шиворот закинуть пытаться. Извините, мы не дадим себя тоже за шиворот. Ну, мы это понятие растяжимое, там есть тряпка, а есть кто не хочет эту тряпку, чтобы ему за шиворот кинули. Вот те, кто не хотят кинуть, они будут сопротивляться. А тряпка, она ее здесь одни использовали, завтра другие использовали, послезавтра третьи. И ты не можешь до этой тряпки докричаться. Тряпка махала, да? Ты когда ей кричишь, тряпка махала, она тебе в штыки это воспринимает и говорит, объехал, видишь, ей езди, надо, ноги. Что Аллах, Аллах, وضعي الكريخ ماي نحو ماي تقيسكو يفتونا بالي ماي والله كريخ بوبي سنجان مثلا بالي والشمايو حتى بحين تزيد المتاع ها شو بيوحهم شو ماسكا يوش وهنادي يلا تا هاي هو شيء تتغير هي شون شيء تولدها اتفنا تجي شين تركمن شين باكستان شين سوريا شين شيء أصير شيء تيال شنما نحية تقطع شيء تأتيول أو خا خا جورو يد اللي وش يا ترى